Госсовет Коми по поручению главы республики выходит с инициативой о полном освобождении ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла от уплаты налогов за подарки. Обращение депутатов Госдумы и Совета Федерации, а также правительству России по внесению соответствующих изменений в налоговый кодекс будет рассмотрено на заседании регионального парламента 17 февраля. Татьяна Супряткина о предыстории резонансного вопроса. В конце прошлого года жительнице Печоры, участнице Великой Отечественной войны Марии Урасиновой пришло налоговое уведомление. Оказалось, 98-летняя ветеран обязана заплатить налог целых 2500 рублей за подарок, который получила в честь 75-летия Победы. Его преподнесло одно из предприятий города. Благо, само письмо ветеран Великой Отечественной так и не увидела. Дочь самостоятельно заплатила налог. Маму расстраивать не стала, но вот неприятный осадок остался, о чем жительница Печоры и решил рассказать в социальной сети. История стала резонансной, однако в налоговой только понимающие вздыхали. Таков федеральный закон, и поделать они ничего не могут. Подарки, в том числе в денежном выражении, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны не облагаются налогом на доходы, если эти подарки или суммы выплачены из средств бюджетов. Если же подарки выданы другими лицами, юридическими лицами, то там идет сумма необлагаемая 10 тысяч рублей. В данном случае организация, которая выдала подарок ветерану стоимостью более 10 тысяч рублей, подала сведения в налоговую службу на удержание налога. В соответствии с налоговым кодексом мы были обязаны предъявить данный налог к уплате. Ситуацию взял под личный контроль глава Коми. Владимир Уйба, как ответственный секретарь партии большинства в законодательном органе Коми, дал партийное поручение депутатам-единороссам в Госсовете Республики. Они должны были разработать законодательную инициативу по защите ветеранов от налогов на подарки ко Дню Великой Победы. Глубоко возмущен самим фактом того, что нашим ветеранам могут приходить какие-то налоговые взыскания за подарки на 9 мая. Считаю этот факт юридическим упущением, которое нужно как можно скорее исправить. Даю поручение коллегам-однопартийцам в Госсовете Коми проработать этот вопрос и выйти с законодательной инициативой об отмене таких налоговых взысканий с ветеранов. Беру вопрос на личный контроль. Глубоко сожалею, что такая ситуация произошла. Депутаты Госсовета эту работу уже провели. Разработали инициативу по внесению поправок в налоговый кодекс. Она предусматривает полное освобождение от налогообложения доходов в виде подарков и иной помощи не только самих ветеранов Великой Отечественной войны, но и тружеников тыла, инвалидов и вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией, а также вдов умерших инвалидов и бывших узников нацистских концлагерей и военнопленных во время Великой Отечественной, как и несовершеннолетних узников концлагерей в период Второй мировой войны. Это ситуация, которая распространяется в том числе и на участников, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных им категорий, социально несправедливой, поскольку эти люди уже отдали долг стране, и теперь страна должна им. Поэтому мы подготовили законодательство, которое устраняет вот эту норму, и теперь любые подарки или подарки любой стоимости, которые вручаются вот этим категориям наших ветеранов, они не будут облагаться налогом. В соответствии с налоговым кодексом помощь и подарки ветеранам, труженикам тыла, инвалидам и вдовам не облагаются налогом лишь при одном условии. Их источник – бюджетные средства или средства иностранных государств. В таком случае нет даже ограничений по сумме. Если поправки наших парламентариев поддержат на федеральном уровне, то больше не будет никаких ограничений и по сумме от сторонних организаций. Татьяна Супряткина, телеканал Юрган.